Продолжается реконструкция развязки на главном въезде в Уфу на пересечении улиц Заки-Валидей и проспекта Салавата Юлаева. Работы начались 8 января этого года, но по ходу график корректировался. Обсудим подробно прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами председатель Совета директоров акционерного общества «Уралмостострой», это главный подрядчик Павел Рабухин. Павел Семенович, здравствуйте. Добрый день. У вас очень большой опыт. В вашей карьере уже было строительство более 500 различных мостов, путепроводов. В чем особенности развязки на Заки-Валиди, Салавата Юлаева, на ваш взгляд? Здесь особенность в том, что приходится работать под движением. Несмотря на то, что мы частично движение закрыли, но тем не менее и создали этим неудобства, естественно, водителям, но тем не менее смысл реконструкции заключается в том, чтобы часть конструкции старого путепровода вошли в состав нового путепровода. Он сейчас реконструируется, убираются старые опоры, практически весь разобран путепровод, практически он был схема 2 по 24, а сейчас он будет схема 24 плюс 33, то есть он увеличивается на 20 метров. Для чего это делается? Для того, чтобы увеличить пропускную способность. На 27% увеличить. После его реконструкции увеличится на 27% пропускная способность путепровода. Как по Заки-Валиди, так и в сторону аэропорта и обратно по проспекту Салавата Юлаева. 8 января после выигрыша конкурса, был конкурс, мы выиграли этот конкурс, 8 января приступили к работе, заключен контракт с заказчиком, город в лице строительства управления и реконструкции мостов, искусственных сооружений дорог СУРСИС, заключен контракт. 8 января мы приступили к работе после того, как правительство республики посмотрело. Сначала хотели частично закрывать, но частично не получается, поэтому полностью закрыли путепровод для того, чтобы ускорить строительство в этом году. В этом году пустить движение по путепроводу. Срок строительства вообще 23 месяца. Но я думаю, что мы его сократим. И после детального разбора в правительстве республики мы взяли на себя, так сказать, обязательство до 1 сентября открыть движение по путепроводу и под ним, так сказать, не снижая темпов, не снижая, так сказать, пропускную способность. А съезды на путепровод и въезды, это будет уже второй этап, он будет зимой, значит, сделан, и на следующий год он полностью войдет в срок. Здесь смысл строительства заключается не только в том, чтобы искусственное сооружение, но там еще и вынос коммуникаций есть. Водопровод, газ, связь. Значит, этим замедляется, это тоже отражается на темпах строительства. Поэтому и срок его 23 месяца строительства. Павел Семенович, что касается графика, не отстаете? Нет, мы идем с опережением графика. И было, в принципе, обещано 1 сентября открыть движение по путепроводу. Я думаю, что мы его ускорим и где-то в 20-х числах августа откроем движение. Потому что мы понимаем, что городу это нужно, неудобство для всех. И мы в том числе, так сказать, как жители республики ездим там же, где и все ездят. Да, не по небесам летаем. Поэтому я думаю, что пришлось подключить другую еще хозединицу с Перми, для того, чтобы работы ведутся по скользящему графику, без суббот и выходных. Работает порядка 90 человек круглые сутки, я имею в виду. Все это видят, все это знают, так сказать. Это путепровод на контроле у всех, значит, и в мэрии, и в администрации, и у президента, и везде. Поэтому работы ведутся, соответственно, таким образом, чтобы мы на сегодняшний день практически старый путепровод весь разобран. Сейчас начинается сооружение уже новых телоопор. Значит, уложено порядка 1500 кубометров бетона, там 54 буровые сваи диаметром 1,7 и длиной 24 метра, диаметром 1,7 метра и длиной 24. Уложено порядка 1500 кубометров бетона только в эти сваи. Ростверки. То есть промежуточная опора сейчас, наверное, через 2 недели она практически будет готова в середине апреля. И, наверное, в мае месяце приступим к монтажу одного пролетного строения. То есть, я не буду технологию рассказывать, поскольку... Как раз это очень интересно. Опорные точки. Давайте что, июнь, июль, август.
Да, июнь, июль, август, и в середине, я думаю, в 20-х числах августа мы откроем движение по путепроводу. И сужение под путепроводом сейчас же тоже сужение, и поэтому пробка, вот когда мост проезжаешь, а сюда в сторону города есть пробка. Это тоже все уйдет. Это уйдет. Павел Семенович, вот вспоминаются слова главы Башкортостана Радия Хабирова. Он говорил о том, что, ну, кстати, он сразу вмешался в эту ситуацию, да, и сказал, что на ближайшие 4-5 лет это будет сложный транспортный узел. Какие еще работы здесь предстоит сделать и какой эффект все-таки хотим получить? Значит, эффект здесь, этот транспортный узел будет сложен тем, что после строительства этого путепровода и ввода вставки, вот между двух мостов, Арочный мост и мост 91 года постройки, тоже который строил коллектив Мостотряда 30, акционерного общества «Мостострой», и тот, и другой мост строил. Вставку мы сейчас, значит, работаем со вставкой, там будет 3 полосы движения на этой вставке. Тоже в 4-м квартале этого года она будет запущена в работу. Значит, но там есть арочный мост, который 53-56 года постройки. Его тоже проект сейчас на экспертизе, его надо провести тоже реконструкцию. А реконструкция это такая не отдельно смена там элементов моста, а просто пролетные строения моста целиком снимаются. Опора одна разбирается и новая строится, остальные опоры усиляются. Там порядка на где-то около 2,5 лет, около 3 лет работы там, по графикам, потому что это практически новый мост. Сколько полос будет общая? Общий полос... По 3 мостам, когда все работы завершатся? Когда все работы завершатся, то будет, значит, 3 полосы, 6 полос по 2 мостам, вот новый, если арочный взять, и вставка. То есть здесь 6 полос движения будет в ту сторону, и 5 полос движения по новому мосту, 11 полос движения будет. 5 в город. Да, 6 да, 6 из города, 5 в город. Для этого поэтому Радий Фаридович сказал, что 4-5 лет, ну, это зависит от того, как проторгуется и как деньги будут, так сказать, на строительство реконструкции арочного моста. Желательно, конечно, чтобы после ввода вставки и этого путепровода Заки-Велиди, чтобы сразу можно было приступить к строительству арочного моста. Но это опять же та же процедура. Торги, проект сначала, торги, деньги опять же, так сказать. А как вы оцениваете состояние техническое старого арочного моста? Старого арочного моста мостоиспытатели 3 года тому назад проводили испытания. Его разрешили под легковое движение, но дали разрешение на 2 года. Практически он заканчивается. И при отрицательных температурах он закрывается, при минус 20 градусов он закрывается. Потому что изношенность металла, изношенность заклепок, и это все мосты, не только этот мост. Вот были в Москве из правительства, тоже были на форуме дорожного строительства, и было сказано, что и аварийные мосты есть, и аварии, и все, потому что раньше это делалось на заклепках, другой металл, другие нагрузки, естественно. Вот, поэтому это не потому, что, так сказать, плохо строили или что-то, просто другая жизнь пошла, другие материалы, другие нагрузки. Поэтому то, что он поработал, там достаточно хорошо поработал, но теперь пора ему отдыхать, как так сказать, положено, отработано уже. Вот реконструкция развязки идет уже 3 месяца, да, с января она началась, вот уже март сейчас. Как вы оцениваете трафик автомобильный, да, и движение автомобилистов? Ну, я думаю, я оценивать не могу, поскольку я не занимаюсь анализом, да, но судя по... Да, пробки есть, естественно, так сказать, и доходят, так сказать, до, красного редко, но все равно до 10 баллов. Ну, редко. Но если... Все же в сравнении познается. Если, так сказать, наши пробки оценивать с пробками московскими, то это просто рай. Будем говорить, вот я сам живу в Чесноковке, когда с Чесноковки выезжаю, значит, предположим, если я выезжаю, конечно, в 8 в 9, то да, я до моста еду там, так сказать, немножко, но двигаюсь все равно, не стоим, да. Если я выезжаю в 7 утра, то я проезжаю так, как будто, так сказать, никаких пробок нет, так сказать, движение, да, конечно, идет плотненько, но идет движение. Поэтому все познается в сравнении. Да, это пробки, да, это неудобства, но без них не обойдешься, никуда не денешься, потому что, так сказать, жизнь пошла такая, что машины каждый год в Уфе, так сказать, это же и благосостояние
граждан, так сказать. Каждый год машины увеличиваются, поток увеличивается, естественно. Поэтому я думаю, что это еще терпимо. Вот сейчас рассматривается генеральный план Уфы до 2040 года. Там также планируется строительство нескольких путепроводов и мостов. Ну вот от Меги в Чесноковку, если не ошибаюсь, да, Сипайлова и Норс. Очень много. Вот сколько мостов сегодня нам нужно, да, и в Уфе? Экспертная ваша оценка. Насколько будет сложная ситуация там, вот как вы оцениваете? Я думаю, что с вводом восточного обхода Уфы, который сейчас активно строится, который сейчас активно строится, он немножко упростит. Потом есть в проекте, в перспективе мост через Белый, это Кузнецовский затон, с Кузнецовского затона. Значит, Пугачевская развязка, вот когда каменный мост через Уфимку проезжаете, каменные переправы, бывшая каменная переправа, мы его тоже строили. Здесь Пугачевская развязка, чтобы та часть города, та часть населения уходила сразу, значит, в центр сюда не заезжала. Ну, наверное, будет со временем и мост в створе улицы Интернациональной. Просто не хватает денег, хотя там 108 марта, да, забили. Проект есть. А вот какие технические характеристики у него, хотя бы, которые рассматриваются, обсуждаются? Ну, технические характеристики, там километровый мост. Очень большой мост. Таких практически у нас в Уфе нет. Но нет необходимости. У нас 800 метров, 900 метров мосты. Вот Затонский мост мы построили, там порядка 800 с лишним, около 900. Этот мост на Школьной, на Цыганской поляне, Воровского, будем говорить, порядка 800 метров. Тот километровый мост. Значит, ну, тут зависит от денег, потому что, в принципе, проект есть. Конкурсная документация была, мы его выиграли, в принципе. Ну, просто нет сегодня денег в республике для того, чтобы начать строительство этого моста. Ну, возможно, будут к 450-летию Уфы, мы ожидаем. Наверное, да, к 450-летию, так сказать, Уфы, может быть, так сказать, и начнут. Но он не введется к этому времени, по той простой причине, что его надо там, сроки строительства 3,5 года. Поэтому его надо начинать уже в этом году. В этом году, если денег нет, то в 2022 он начнется. Чудес не бывает, есть технологии, которые не перепрыгнешь. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам на программу интервью и так достаточно подробно рассказали о том, как идет все-таки реконструкция развязки на главном въезде в Уфу. Спасибо вам. Спасибо. Сегодня гостем программы интервью в эфире главного телеканала Республики был Павел Рабухин, председатель Совета директоров акционерного общества «Уралмостстрой». Мы говорили о реконструкции развязки на пересечении улиц Заки-Валидеи и проспекта Салавата Юлаева в Уфе. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ. Все самое интересное в нашем эфире.